Проект об уникальных женщинах, о мудрых женщинах Абхазии «Птица Феникс» продолжается. И сегодня мы встречаемся с женщинами-врачами, которые в это дело здравоохранения, медицины, заботы о человеке привносят свой вклад, находясь в Москве, столице России. И вот такой путь проделали эти женщины из Абхазии в Москву. Для чего? Зачем? Какова их связь с Родиной? Кто помогает им здесь вставать на ноги? Как они относятся к зависимости или к независимости? Каков потенциал у этой женщины? Как они реализовали себя? Обо всем этом мы будем говорить в проекте о мудрых женщинах Абхазии «Птица Феникс». Встречайте наших гостей. В переводе с персидского языка ее имя означает «драгоценный камень». Наверное, она один из первых людей, человек, врач, которая защитила кандидатскую диссертацию, а потом и докторскую диссертацию в возрасте 39 лет, абхазка по национальности. И сегодня возглавляет кафедру в Центре онкологии. В 5, 6 и 7 лет ее родители обучали английскому и другим языкам. Ее папа говорил на нескольких языках. А мама – это тот человек, которая приняла роды, наверное, у большинства сухумчан. И о том, что такое ответственность, какой выбор можно делать, какова инициатива женщины в семье, на работе, мы будем говорить с уникальными людьми, во главе которых Лали Михайловна Когония. Лали Михайловна, добрый день, моя дорогая. Здравствуйте, дорогая, здравствуйте. Наверное, вы тот человек, который сегодня очень интересен, наиболее актуален и для абхазских врачей, и для московских врачей. Поэтому я посчитала необходимым встретиться именно с вами. Вопросы у нас, конечно, будут разные. И мне кажется, вы тот человек, который может смело сама себя презентовать. Лали Когония. Кто вы? Какая вы? Можете назвать, кто вы? Непредсказуемая. Очень остро переживающая несправедливость. Это от папы. Старающаяся, во всяком случае, очень серьезно старающаяся сделать максимум для каждого пациента, которого вижу. Что из этого получается, не мне оценить, но я всегда знаю, что я делаю все максимально для больного, и это для меня самое главное. Я должна вам сказать, все, наверное, из семьи у меня шло, и есть еще люди, оставшиеся в Абхазии, которые очень хорошо помнят моих родителей. И папу Михаила Александровича Когония, в миру Джума, его все звали Джумка Когония, и Тинатину Ираклиевну Лакербай тоже знали, поскольку она была заведующим отделением патологии в Сухумском родильном доме, то очень многие женщины всегда, даже на улице мы с ней шли, бросались к ней обниматься и говорить ей безумно хорошие слова. Тоже они были, конечно, очень щедрые, широкие люди. Вот знаете, я вот все время вспоминаю ситуацию в нашей семье. Она какая-то невероятно щедрая, не только эмоционально, но и в отношении вот всех друзей, не только семьи, я имею в виду эмоционально, но и в отношении всего окружения. Вот всегда им хотелось сделать тоже людям хорошо. Наверное, это воспринималось тоже мной. В нашем доме дверь не закрывалась, и это было нормально. Не сказать о таком факте, который для нашей страны имеет огромное значение. В период войны из вашей небольшой фамилии, небольшой, но потери составили более 30 человек. Да? И в то же время, когда вы сказали о себе, что я тот человек, который в том числе борется с несправедливостью, да? Наверное, уместно будет сказать, вспомнить, что вы тот человек, который, когда можно было внести какой-то вклад в победу нашей страны, вы врач, но тем не менее вы этот вклад внесли. Каким образом? Встретившись с выдающимся абхазским общественным деятелем Вороновым. Да, вы знаете... Расскажите немножко об этом эпизоде, как вы открыли Абхазию
миру, Японии? Ну, наверное, это с моей стороны не очень так открыло миру. Но, во всяком случае, одно из первых сообщений о том, что творится беззаконие на этой Богом облюбованной земле, это вот благодаря моей подруге Кадзука из Японии, которая сделала репортаж первой. И для того, чтобы репортаж был весомее, я пригласила господина Воронова, и они долго и очень серьезно рассказывали предпосылки того, что было и к чему это привело. И рассказали, какой это ужас. По сути, шло истребление народа, и они это все рассказывали. Я сижу в уголочке и рыдаю, не останавливаясь. У меня даже я не понимала вообще, что происходит. Но раз уж так произошло, все-таки мы красиво вышли, 30 лет выжили. Другое дело, что мы строим и как мы в это входим. Дай Бог, что чтобы хватило мудрости вот того нашего древнего народа, когда, наконец, все станет на свои правильные рельсы, чтобы всем было комфортно жить в этой стране, чтобы все было справедливо, чтобы все-таки мы от тейповости, наверное, отошли. И этому есть пример большой, замечательной страны, которая называлась Советский Союз. Там даже эти моменты предусматривались, и мы жили по ним. Я думаю, что надо возвращаться к тем хорошим моментам, которые были в нашей политике тогда. Не имею права давать никакого совета политикам, но со стороны вижу, как это тяжело народу. Вот это тяжело народу. А когда мы говорим о том, что какие-то традиции хорошие и важные с точки зрения оценки перспектив сотрудника, и люди могли устраиваться на работу и выражать себя каким-то образом, да, если мы говорим про Советский Союз, да, вместе с тем какая-то несправедливость, наверное, была и в распределении, ну, я не знаю, по какому-то национальному признаку, да. Ну, вы знаете, вот все об этом говорят. Вот я не перебиваю вас, но да, вот вы говорите. Что и привело к тому, что, в общем-то, какие-то позиции стали непримиримыми у нас в стране, да, что и стало, в общем-то, причиной, наверное, того горя, которое пережила наша страна. Я имею в виду Абхазию. Ну да, да. Тоже игра политиков, я считаю. Это, конечно, жесткая игра политиков. Но я единственное вам должна сказать, все-таки я достаточно долгий период времени живу в России, Мартиночка. Я ни разу не помню, что мне, во всяком случае, я не слышала, сказали, что я другая. Понимаете, да? То есть в этом смысле всегда люди, живущие рядом со мной, или я, живущая рядом с ними, люди были корректные. Ну, никогда не помню. Но много раз видела и слышала, и даже сейчас у меня ординаторы, если они меня услышат, им будет стыдно. Ребята кавказские, которым приходится напоминать, где они находятся в силу своего поведения, некой дидактичности. Ты приезжаешь в страну, ты здесь живешь, даже 30 лет, но ты все равно считаешь себя немножко гостем. Это папа мой говорил. Он всегда говорил, мы из Кутула, но я в Сухуми всегда знаю, что я должен себя вести так, как я представитель Кутула, и должен вести себя соответственно. А вы москвичка или вы сухумчанка, вы абхазка? Я, Кем да, вы себя я позиционируете? абхазка, конечно, я абхазка всегда. Никогда не, даже живя в Грузии, я всегда говорила первое, что я абхазка. Вы знаете, у меня родители поженились очень рано, и они оба учились в медицинском институте в Грузии, в Тбилиси тогда. Я родилась там, и потом в возрасте 3 лет меня перевезли уже в дедушкин дом Когоньевский в Очимчирах. Там немного мы прожили, и потом мы уехали в Ткварчал, как тогда было такое некое веяние молодых специалистов, отправляли поднимать здравоохранение. В частности, мама моя там работала очень активно, папа работал в автопрофилакториях, там тоже уже организовывал. И я уже там и в детский сад, и в школу пошла. То есть потом мы переезжаем, уже где-то, наверное, в районе 4-5 моего класса, мы переезжаем в Сухум, и уже остаемся в Сухуме до вот кончины папы, до вот всех этих трагических дел. И я знаю, что даже в те времена, когда вам было 6, 8, 10 лет, родители заботились о вашем образовании.
и биология, и музыка, и иностранные языки вы обучались. И вчера мы с вами вспоминали в том числе и жизнь вашего папы, да, который говорил на нескольких языках, Да, на разных человек языках. был, конечно. Да. Как вы сегодня оцениваете вот этот навык, эти знания, которые были вложены в вас в детстве, и необходимость, ну, может быть, подсказать и нынешним родителям, да, у нас в Абхазии, на что надо обратить внимание, чтобы дальше выстраивать какой-то свой профессиональный путь? Потому что вы человек, который с детства, мама вас в эту среду Я образовательную думаю, что да. Если посвятила. бы папа не был согласен, то мама ничего бы не могла сделать, вы понимаете, да, в семье было всегда так. Они в унисон говорили о том, что образование самое главное. И вы знаете, музыкальная школа в обязательном порядке. Потом у меня была няня, которая говорила на немецком какой-то промежуток времени. И до сих пор помню 2 стишка по-немецки. Это очень смешно звучит, но я его до сих пор помню. Ну и с детства английский. И английский потом по жизни все-таки он мне очень помог в профессиональной деятельности. Я всегда говорю, что мне очень повезло с родителями, потому что они думали о том, как сделать мне хорошо. Это было крайне важно. Ну, для меня, во всяком случае, сейчас я с высоты своего возраста понимаю, как много они для меня делают. А вам удалось, несмотря на все те трудности, которые прожили и вы, и ваш сыночек, да, во времена войны, когда вам приходилось вообще совершенно заново делать, выстраивать свою карьеру, вам удалось вот с точки зрения знаний, образования дать, ну, какую-то часть, а может быть даже еще больше своему сыну? Знаете, передать? да, просто мне повезло, что мои родители достаточно долго были с моим сыном в том числе. И то, что папа мой ему первую книгу дал почитать и привлек его к чтению книг, это папина заслуга, моего папы, как ни странно это звучит. И то, что учительница английского, когда мы приезжали в Сухуми на лето, у нас обязательно 3 месяца была учительница английского для этого маленького человечка, но так было принято. Я думаю, что да, наверное, да, потому что если бы он не смог бы закончить, наверное, вот такой престижный вуз, который закончил, и работать, вот все-таки жизнь-то очень тяжелая у нас была, очень тяжелая. За спиной никого не оказалось, мы вдруг были выброшены, вот просто были выброшены, это было ужасно. Что вам помогло сохранить себя, не унывать, выжить, выстроить заново карьеру в Москве? Да? И вот, наверное, вы можете про себя сказать, что я чего-то достигла? Или вот как вы про себя скажете? Здесь несколько вопросов сразу в одном, но порассуждайте, пожалуйста. Хороший вопрос. Вы знаете, ну, наверное, в карьерном плане, ну, девочка из маленького провинциального городка, которая достигла того, что я профессор 2 кафедр, у меня есть ученики, у меня есть школа, у меня есть защищенные аспиранты. Ну, наверное, это успех, хотя могло бы быть больше. Я считаю, что вот тот военный период, я вам, наверное, рассказывала, что к тому моменту, во-первых, я защитила кандидатскую в 29 лет, докторскую в 39 лет, и началась война. То есть вот 15 лет следующих были абсолютно стерты, потому что мы выживали. Очень тяжело, я даже не хочу на эту тему говорить, потому что буду рыдать, а это не нужно никому. И та легкость, которая сейчас ощущается, она очень тяжело зарабатывалась. Очень тяжело и карьерно в том числе, но люди понимали серьезность жизненной позиции. И даже если кто-то был против, то в конечном счете потом приходили и говорили, а вы оказались правы. И это для меня было самой большой наградой. Ведь не важно быть победителем, важно дойти до той высоты, которую ты сам себе составил. Так что я думаю, что это вот очень важный момент. И я очень хотела бы, чтобы, конечно, абхазская наука у нас развивалась большими темпами. Это планы, которые нужно обязательно воплощать. Как часто и много ли абхазов, которые обучаются у вас, и врачей, и, может быть, пациентов, присутствует в вашей жизни? Вот. Вы знаете, вот в России как раз, я не буду называть фамилии, ну вот, к примеру, да, один из примеров, ну, кроме моих родственников, которые, само собой, мы тут всегда обихаживаем. У меня, знаете, такая смешная история была.
с одним моим коллегой, который сидел в кабинете и видел, как сегодня я привела племянницу, завтра я привела тетю, послезавтра, это нормальное для нас, для москвичей, для всех врачей. И он так потом меня очень внимательно: Лариса Михайловна, у вас нация маленькая? Я говорю: да, я искренне говорю, вы знаете, очень. Рассказываю про войну, и он так: а по родственникам не скажешь. И на меня это произвело такое впечатление. Думаю, наверное, я что-то делаю. Я же не замечаю этого. Не в обиду никому сказано. Многие ко мне сейчас подходят, говорят: а вы мне что-то... Думаю, боже мой, дай вам Бог здоровья, что вы помните. Я не помню уже. Столько всего мы прошли, так что уж извините. А что вам позволяло сохраниться? Что помимо работы или обращения к чему-то или к кому-то позволяло вам вот этот баланс жизни, интересов, вкуса к жизни сохранять? Вы знаете, все равно семья, все равно, чтобы мне было стыдно перед папой и мамой не было, чтобы выжили я, мой сын, моя няня, которая до 93 лет, мы с сыном ее досмотрели и похоронили. Там же на кладбище, где мои родители покоятся. Я даже написала на ее могильном камне, написала: преданная няня семьи Когония, потому что все те, кто со мной дружили, начиная с детского сада и завершая буквально, когда она умерла в 2010 году, все всегда спрашивали: как твоя няня? Настолько она много делала в нашей жизни. Это отдельная, дай Бог, чтобы мне это все написать когда-то, это отдельная А есть история. какая-то фраза или воспоминание яркое с няней, которая, может быть, настолько запечатлелась, отложилась у вас в жизни, что вы к этому опыту время от времени возвращаетесь? У меня 2 фразы. Можно я? У меня бабушка с папиной стороны была великолепного происхождения, Катя Махария. Очень правильно, красивой осанки женщина, мудрая очень женщина. Я видела, как к ней приходят за советом, и она какие-то советы давала. Я тогда еще не понимала, насколько это важно. Но когда я при ней говорила, плакала или обижалась, она мне говорила одну фразу, что: моя дорогая, обижаться – это удел горничной. Постарайся быть выше этого. Это первое, что я очень часто себя на этом ловлю, думаю, молодец, бабушка, как меня вовремя вооружила этой фразой. Можно мы ее повторим? Обижаться – удел горничных. Да. Фраза от Лали Михайловны Когония. Я, во всяком случае, стараюсь так идти по жизни. И вторая моя нянечка, та самая нянечка, которой ей-богу, надо написать книгу, которая была интернирована в Германию, потеряла всю свою семью, все свои силы, здоровье отдала мне и моему сыну, и нашей семье. Она мне всегда говорила: никогда не пяться назад, иди вперед. Чего бы это ни касалось, она была свидетельницей очень многих ситуаций тяжелых в моей жизни. Она мне все время: не оглядывайся, не пяйся, иди вперед. Попросту, простым русским языком, но она мне показывала, что мне надо брать себя в руки и идти вперед, конечно. Это девиз на всю жизнь, наверное, да? В общем, стараемся как-то не забывать, во всяком случае. И, может быть, эти и фразы, и то, что было вокруг них, они повлияли на то, что, как я понимаю, все-таки в любом сообществе, где вы были на протяжении всего своего профессионального пути, вы становились сердцем или лидером того коллектива, где вы были. И правильно ли я помню и понимаю, что даже выпускники вашего медицинского факультета, где вы учились, вы до сих пор являетесь координатором или старостой даже того чата, который более 40 лет существует. Не более 40 лет, как только интернет появился, мы тогда собрались. Но объединяете-то вы в любом случае более 40 лет. Я староста, это так получилось. Я староста, и они очень... Если бы мне вам показать фотографии, как мы менялись от года к году, начинали детьми. Есть потрясающий красивый фильм, которым мы смогли снять к 45-летию окончания, завершения института. И, конечно, это очень трогательная история, но мы держимся, мы стараемся быть вместе. Знаете, великое счастье, когда твой возраст, внутреннее, он все еще молодой. Я все время говорю, когда меня заставляют говорить о возрасте, я говорю: друзья мои, мне внутри, и я судорожно ищу цифру и говорю: хорошо, 45, я делаю себе одолжение, потому что я на 35, честное слово, тебя чувствую.
внешняя оболочка же меняется, но внутри глаза горящие моих одногруппников, это же очень большое достоинство. И мы очень тесно общаемся, раз в год собираемся, и раз в 5 лет мы завершение нашего института таким образом отмечаем, большим-большим сессионом. Вот эта линия лидерства, может быть, да? И как вас называли? Космическим оптимистом? О, это моя подруга. Это она везде пишет и говорит. Ой, смешная такая. Вот. Но я не понимаю, как она это вычислила. Единственное, что я должна вам сказать, Максимочка, я же работаю с тяжелейшими больными. И вот шлейф этой тяжести, он на каком-то этапе становится просто похоронной плитой, если я не начну защищать себя изнутри и окружающий мир в том числе. Потому что, знаете, у меня такая история была очень странная. Я никогда не хочу сказать, что я лидер, ни в коем случае. Но на каком-то этапе я очень серьезно заболела. Мне сделали серьезную полостную операцию у нас на кафедре, где я до того в этом отделении вела энное количество больных и проводила им лечение лекарственное. И вы можете себе представить мое состояние, когда я отхожу от наркоза, никого в мою палату не пускают. И вдруг я чувствую, что меня кто-то руку целует мне. И я пытаюсь открыть глаза, но это состояние после наркоза, и вижу мою больную, которая из соседней палаты прокралась, стоит на коленях у моей постели, плачет и целует мне руки. Вот скажите мне, как я должна была реагировать? Я через день встала, пошла ей визит вежливости, нанесла. Ну, то есть есть какие-то вещи в жизни, которые невозможно оценить. И уж тем более говорить о себе, что что-то я великого. Да нет, что вы. Должно было быть значительно больше, потому что я говорила, что у меня папа был уникальных способностей. А вот это значительно больше, когда вы говорите про больше в плане материального имущества, или вы говорите про больше самообладания и какой-то собственной эволюции, Вы трансформации? Знаете, конечно, собственная эволюция в первую очередь. По поводу имущества. Вот вы знаете, что самое неприятное, к чему мы с вами приходим в определенном возрасте, по-видимому. Нет разговора о том, чтобы вот хоромы и сверхъестественное что-то, но то, что осталось от родителей, не удалось мне, так скажем, удержать, потому что в очень тяжелейший для нашей семьи период пришлось продать родительскую квартиру. И это так больно мне отзывается, потому что я сейчас приезжаю гостем, понимаете, это не есть правильно с моей стороны. Но у меня как-то не получается купить, вот, ей-богу, вот я приезжаю с какой-то иной суммой, которую мне озвучивали, и она подскакивает в 2 раза. И то есть я как простой профессор начинаю понимать, что жизнь не так проста. Значит, мне это не дано на этом этапе. А кто те люди в Абхазии, которых вы видите, и вас действительно сердечная радость Ой, как берет? много их, если бы вы знали. Давайте передадим кому-то привет. Всем моим когоневцам, всем. Ой, Валентин с его семьей совершенно замечательный. Этери Когония сын чудесный, Тимурчик. Мой продолжатель моего рода, вот единственный мальчик, который остался, Шабадик Когония. Я их очень люблю. Венеру Когония, тетю, Этерика, Луизу Когония, Карину Когония, Кетю Когония. Господи, все родные, это очень важно. И друзей много, конечно, друзей. А как без друзей? Может быть, это такой странный вопрос из моих уст, но тем не менее. Есть ли какой-то горизонт планирования у вас? Там 5 лет, 10, 25, 45, 50? А вы знаете, хороший вопрос, потому что я стрелец по знаку. Да, это очень смешно, я не понимаю в этом ничего, но у меня подруга занималась когда и она мне сказала, у тебя обязательно цель, которую ты поражаешь, и идешь дальше. И я только тогда поняла, что когда завершаю дело, я день-два хожу и думаю, господи, как много времени, чего-то вот непонятно, нужно что-то новое, и новую ступень себе, конечно, создаю. Ой, как трудно это, вы себе не представляете, выполнить труд, создать. Да. У меня подруга была потрясающая, совершенно, она прибегала ко мне из другой области, юриспруденция, архитектура, ну каким образом я могу быть там каким-то? Да. Она говорит, как ты считаешь? И когда я что-то выдавала, я не знаю, откуда это идет, она говорит, боже мой, ну как хорошо, что ты у меня есть, и убегала. А если не врач, то кто? Кем бы вы были? Как-то я даже себе не представляла в детстве ничего, кроме... Мама же врач была.
То есть невозможно Нет, другого. я считала, что это мое. Я думала, что мое. Папа, который был главным инженером, да? Абхаз автотехобслуживание. Во как это звучало. Да. Поразительная история, но мне кажется, сейчас она особенно ценна и для наших современных мужчин. Насколько были теплые, доверительные отношения, насколько важно было его слово, его взгляд на какие-то процессы. Как у вас выстраивался диалог с папой, например, когда вы были девочкой, подростком, подросли? Вы знаете, при той его занятости, которая у него присутствовала, как бы поздно он не приходил, он со мной обязательно общался. Вот поразительно. И знаете, в детстве у детей бывает такая, ну, попросту говорю, когда кости начинают расти активно, а мышцы не успевают. Это вот такой ростковый период. И детки страдают от боли в конечностях. И вот у меня такие боли были в ножках, я насколько себя помню. Да, есть такая тема и у моего ребенка тоже. Да, сейчас. и вот имейте в виду, мама моя, она была женщина властная, сильная, потому что за спиной был такой муж. Я только потом это поняла. Но она не умела мне делать массаж, рассусоливать. Она говорила, потерпи, перевяжи чем-то шерстяным. Приходил папа, садился рядом, и вот этими своими поглаживаниями я у него только его руки. Как это возможно объяснить? У нас с ним такая была связь невероятная. Когда вот это случилось в 93-м году, я вообще не думала, как дальше жизнь вообще что будет. Потому что папа был стол. Вот папа был все. И это моя мама сказала через несколько лет после его смерти. Она сказала, знаете, какими словами? Она была настолько востребована как профессионал. Ее так любили все женщины. Ей казалось, что... Она друга мне говорит, ты знаешь, все-таки я всего лишь Дюмина жена. Поразительно. Больше я ничего из себя не представляла, она мне сказала. А вы мечтали о такой роли для себя? Быть половиной, быть слабой, быть за кем-то? Очень. И вы знаете, у меня что-то произошло, вот все-таки 18 лет моего брака, они были такие горкообразные, вот горки, вот совершенно невероятные. Только теперь я понимаю, что совершенно замечательный молодой человек, но у него он не переносил просто алкогольные напитки. Только мы сейчас поняли, что у него диабет был, понимаете, жесточайший. И вот 18 лет, если бы нет, я бы, наверное, умерла в том браке. Вот у меня такое ощущение было, если бы не война, что я ушла, вот просто ушла в тапочках, в юбке и 2 кофты. Все, ребенок уже был в Сухуми. В то время это лето было. И обычно мой ребенок всегда летом у дедушки с бабушкой. И я вот так вот ушла и решила лететь через Москву. Билетов не было, но я еле-еле прилетела. Позвонила папе, сказала, папа, я лечу через Сочи. Он говорит, никуда не смей ехать, потому что танки вошли. Давай мы лучше сами будем выбираться, а ты нас там жди. И вот вы представляете, вот полное ощущение, что это другой мир, это другая история. Я приезжала в Москву как очень благополучный человек. Я была востребована профессионально, я была доктором наук, я заведовала отделением химиотерапии в Грузинском онкологическом центре. Я была главным химиотерапевтом Грузии при моей фамилии и том, что я везде говорила, что я абхаз. Как это было возможно? А куда без профессионала денешься? Надо же службу как-то налаживать. Вот мы приехали с мужем, он занимался детской онкологией. Но я еще раз говорю, они, наверное, все-таки приняли, потому что профессионализм был. И кстати говоря, я дружу до сих пор с моими коллегами, с которыми работала в одном отделении. Они созваниваются со мной очень любезно и любят меня искренне. Это я вижу. Вообще у меня есть детско-садовские друзья, прошу прощения. У меня есть школьные друзья. Как раз я все время горжусь, что такой классик нашей литературы, как Денис Киршалович Чичхалия, мой друг по школе Скворчельская, потом Сухумская. Вот как-то так. Мне просто с людьми везет. Мне так кажется. У меня друзья институтские, друзья с ординатуры, друзья с Я никого не теряю. Мы периодически все встречаемся. И это большое счастье. Этот опыт продолжать жить даже после таких обстоятельств и что-то сохранять, как-то вот держаться за эту жизнь, да? Может быть, это как раз наоборот еще более обостренная вот эта жажда жизни становится? Или
Или наоборот беспомощность, и веришь в то, что все предначертано, и что бы ты ни делал? Просто, знаете, мне, наверное, опять же, мне повезло, не потому что я такая, ну, повезло, так сложились обстоятельства. За последние годы мы такие замечательные методы диагностики используем, ранние, и такие альтернативно хорошие, четкие, отработанные, адекватные схемы лекарственной терапии, лучевой терапии. Ну, хирургия, она всегда на высоте, что мы продлеваем сейчас очень хорошо не только качество жизни, но и общую продолжительность. Я сейчас везде говорю, что сейчас диагноз рака, он не фатален. Можно надо понимать, что это хроническая болезнь, с которой нужно так вот и обращаться, как с хроникой. Если уж человек приходит совсем в последние стадии обращения своей, это другое течение заболевания. А когда первые признаки и тут же реакция, то совершенно по-другому. А был ли какой-то уникальный опыт встречи с каким-то человеком, чья внутренняя трансформация и объяснение смысла жизни, которое, может быть, сделал человек в ходе своего вот этого заболевания и лечения у вас поразили, заставили о чем-то задуматься? Да, вы знаете, первое, что пришло на ум, даже фамилию сейчас не буду, наверное, озвучивать, хотя могу вам сказать потом ее, такой здесь, в Москве, по поводу рака желудка оперирован был нашим коллегой, и мы его наблюдали, проводили ему лекарственную терапию, но биологическое поведение опухоли не было похоже на рак желудка чистый. И нам тогда удалось через онкологический научный центр, я попросила пересмотр препаратов произвести. Выяснилось, что там другой диагноз. И мы тогда начали лечить его соответственно тому диагнозу. То есть это длительный период времени происходил. Уточняющая диагностика позволила подобрать схемы химиотерапии. И он хорошо себя чувствовал. Вы знаете, он превратился в светлого человека. Вот когда он приходил к нам, стадия ремиссии была, открывалась дверь, и входил улыбающийся светлый человек. У нас всегда в холодильнике были какие-то засоленные грибы им собранные, какая-то там, я уж не помню, ягода. Это он все нам нас не спрашивал. Он ходил в ординаторскую и нам все закладывал. И мы всегда говорили: боже мой, какой человек удивительный. И что он мне сказал? Вот почему мы об этом я стала говорить. Он сказал: Лариса Михайловна, я всю жизнь работал на страшно нелюбимой работе. Я так уставал, я был так издерган. Я приходил к жене и ненавидел эту семейную ситуацию. Мы так ругались с женой, мы так плохо все жили, я все время жил вот в этом состоянии. А после болезни он ушел в церковь. Воцерковился до такой степени, что сам стал проводником вот этого светлого начала. Бросил работу в первую очередь, как он мне сказал, нелюбимую, и стал заниматься тем, что он любил, конструированием чего-то там, я уж не помню нюансов. С женой великолепные отношения, она к нам раза два тоже приходила, с ним благодарила за него. Вы как-то называли имя вашего учителя академик Трапезников. Есть какое-то яркое тоже воспоминание, совет, может быть, какое-то указание, которое помогает и сегодня вам что-то ценить, дорожить? Вы знаете, интеллект какого-то невероятного уровня. Чудесный был совершенно человек, но тоже жизнь каждого из нас, жизнь содержит сложные моменты. Он был уникален просто. Вы знаете, вот каждое слово ловили, каждое слово можно было слышать и восхищаться. Он мне сказал: Лалечка, ты не волнуйся, когда приезжаешь в другую страну, и с первых дней не можешь сразу включиться в язык быстро. Это нормально. А я все время говорила ему: ну почему это нормально? Ну я же столько лет учу. Он говорит: 3 дня твой мозг должен перевести пассив в актив. И я вот каждый раз его потом вспоминала, думаю: боже мой, как он был прав. И вот, может быть, глядя на такую личность, как вот академик Трапезников, а может быть, на кого-то еще, кого вы уже видели, ну, такой профессиональный или жизненный путь, там, длиной 20, 40, 50 лет и так далее, у вас уже есть какое-то свое понимание такой дилеммы, которая есть у меня. Есть дети,
в кого родители очень много всего вкладывают. И на выходе дети вырастают, и вполне возможно, что дети как бы подтверждают тот результат, к чему стремились родители. А бывает и по-другому, когда действительно родители очень много вкладывают в своих детей, а у детей свой жизненный путь какой-то совершенно не отвечающий тем задачам и тем вложениям, которые делали родители. И вопрос у меня всегда возникает теперь. Предопределена ли эта закономерность и связь, что все-таки чем больше, чем, как тебе кажется, качественнее ты вкладываешь в образование, в развитие, в интеллект, в душу, свою душу в ребенка, тем это обязательно подтвержденное вложение будет там, через 20, через 40 лет и так далее. Или это не обязательно? Вот как вы считаете? Вы знаете, это не обязательно, и все-таки существуют определенные возрастные этапы. Вот если на моем примере, опять же, говорить, да, потому что я все время говорю, я не лучший вариант и не лучший пример, но папу своего я огорчила один раз в жизни, если честно, когда ушла от мужа. Вот это было правда для него огорчительно. Он не ожидал, что я это сделал. Это вот трагедия была для человека с его таким мужским началом. Он не понимал, как можно разводиться. И я думаю, что у папы все получилось с дочкой. Я вот что имею в виду. Но у меня с сыном, наверное, все-таки не так получилось, потому что все время благодарю Бога за... Он потрясающий сын, он потрясающий ребенок. Вы себе не представляете, это человек, который свою прабабушку, представьте себе, прабабушку, во время землетрясения, в каком у нас году землетрясение было в Сухумах сильное, на руках, он был в школе, и со школы прибежал, она была одна, он ее на руках снес с 3-го этажа, принес туда, вот все соседи были в шоке, как этот ребенок это все сделал. Как он выхаживал мою маму, когда она была в тяжелом состоянии, как он меня выхаживал, все, сейчас я начну рыдать. То есть это человек с удивительной совершенно энергетикой, удивительной. Но для себя, так как мне кажется, у него способности до неприличия такие яркие. Я ему говорю, сынок, мой характер бы на твои способности, я была бы Нобелевским лауреатом, совершенно точно, вот я вам клянусь. Но вот он как-то считает, вот даже сюда, я ему сказала, пойдем, мам, как это же некрасиво, что я сейчас буду, слава богу, живи 100 лет. Что с тобой? Как-то он меня так успокоил, и я решила не форсировать ничего. И я вам должна сказать, когда вот в этот период ребенок из абсолютно благополучной семьи, начинается война, он 1,5 месяца сидит под столом, пока его не вывезли под эти обстрелы, мы же жили в центре Сухума. У него с психикой, конечно, очень сложные такие взаимоотношения. Он был в депрессии жуткой, когда в Москву приехал. Мы потихоньку отошли, но трудно отходили, вот именно отходили, знаете. И я не чувствовала, что он становится таким сильным, он был очень спрятан в себе. И вдруг в возрасте 19 его лет меня на работу просят к телефону подойти. Я подошла, он говорит, мама, там такой ливень, а у тебя, по-моему, босоножки такие, ты зонт не взяла, давай я сейчас подъеду. Вы знаете, я от неожиданности села просто на кресло, потому что у нас с ним все время разговоры шли, как выжить. И вдруг он такой мелочь заметил. Маленький мужчина. Вдруг я поняла, что... И вот во время моей болезни в 2009 году он меня вытащил, конечно. Он все время говорил, мама, ты же сильная. Мама, мы столько с тобой перенесли. Это ничего страшного. Мама, сейчас онкология такая сильная. Ты же знаешь сама. И я вдруг понимала, что он старше меня. А что в нем самое главное? Какое начало? Как вы, как Мужское. мама, видите? Мужское. Он мужчина. Он мужчина. Я вот сейчас смотрю, как у него складываются отношения с супругой. Он все видит, он все регулирует. Я вижу это. Это от деда, от мамы, от папы. Это его. И ни с кем не сравнимо и невозможно Я установить. думаю, это симбиоз всего хорошего, что в него заложилось. Я так думаю. Лаля Михайловна, если помечтать о том, какой бы вы хотели видеть Абхазию, медицину, здравоохранение в Абхазии, скажите свои какие-то добрые слова, напутствие, как бы вы хотели, чтобы развивалась эта отрасль и жизнь в Абхазии.
Ну, во-первых, конечно, я очень бы хотела, чтобы медики, которые здесь обучаются и которые едут по лимитам от Абхазии, все-таки возвращались в страну. Все-таки. Сейчас некоторые скажут, что вот сама-то я бы с удовольствием вернулась, но у меня жизнь по-другому бы сложилась, так что я здесь ничего не могу. Это мое максимально доброе желание для того, чтобы развивать медицину. Потому что я вот сейчас очень сотрудничаю с онкологическим центром нашим, бывшая Остроумовская больница, там же прекрасное совершенно онкологическое здание, очень хороший главный врач новый пришел, насколько я знаю. И там моя ученица, как раз Бориса Викторовича внучка, Адлиба я имею в виду, вот, Сария Тимуровна Адлиба. И вот я туда приезжаю, смотрю, как она хочет делать все правильно, как хочет, но возможностей таких широких нет. И хотелось бы, конечно, чтобы были какие-то экономические вливания, потому что все должно работать. Даже если закупается что-то, то все должно реально функционировать и работать. Это люди, в первую очередь, да? Вот чтобы все работало. Это про людей или это про отношения, это про законы, про среду, про что это? Вы знаете, и про среду в том числе. Такого неуважения к врачам, как в нашей среде, там я еще нигде не встречала. Причем мы можем говорить, вот 3-4 человека могут около меня сидеть, этого врача, он говорит о нем нелицеприятно, рядом сидящий человек говорит о враче очень благоприятно. Грустно. И вот это внутреннее состояние самого общества. Вы знаете, Мартиночка, у меня ощущение, что мы страну получили, какой кровью 5000 лучших молодых людей ушли для того, чтобы мы все время вели дележку чего? Все время спрашиваю, что вы делите? И я все время жду, когда должен появиться вот такой отец, как был Владислав Арцман. Ну, вот такой, это отец должен быть, понимаете, который превыше себя, своих родственников, материальных каких-то вещей поставит выживание этой нации. Наше будущее, оно в чьих руках? Ой, только в наших руках, только в руках. Вот собраться всеми силами, не растратиться на коррупцию, не поддаться на коррупцию, на вот отвратительного спрута. Деньги сжирают все, и это известно всем. Вот агрессивность убрать, потому что, вы знаете, я еще вот от чего в ужасе, как наши женщины себя начали вести, как наши девочки одеваются. Вы знаете, я ничего понять не могу, вроде не отдыхающая, а хуже нее выглядит, и это нормально. Я Что-то понимаю. потерялось? Да, уважение женщины к себе потерялось. Потому что исторически у нас никогда с вами крепостного права не было. Если дозволено русским женщинам, которые прошли рабство, которое отменено-то всего ничего, тогда, когда, боже мой, мы же гордились всегда, это совершенно другое отношение. Мы когда в Грузии и Ашхатсава, это моя троюродная сестра, мы с ней появлялись в гости где-то в Грузии, нас приглашали. Там большие столы были, это 80-е годы, там очень бурная такая жизнь была. Мы с ней себя очень некомфортно несколько раз почувствовали и сказали, что больше не будем ходить, потому что начиналось что? Все бросали, вот я вам клянусь, вилки и ножи бросались просто. И все говорили, это они абхазские. То есть наш приход предварялся уже разговором об этом. И пока мы рассаживались, они между собой говорили, не стесняясь нас, говорили, да ну, какие они, да что ты, слушай, что там? И это было так неприятно. В нашей нации этого никогда не было. Вот мы, тем более Сухум, вы же знаете, какой он был, многонациональный. Почему нас всех, вот тех всех, так тянет туда? Потому что это было так замечательно. Вот этот аристократизм, который нам был присущ, потому что грузины, знаете, как говорили, я еще это застала, еще Зина Агрба это застала, они говорили, о, воспитан как абхаз. Вот я вам клянусь, мы это с ними застали. И пусть вот именно это сохранится в наших традициях, в наших обычаях и в нашей будущей жизни, что станет уже историей. Дай Бог. И вот это светлое напутствие, о котором вы сказали, о, это абхаз, пусть оно в нас будет
продолжаться и в наших детях, которые вырастают в любом другом городе, месте мира, но мы продолжаем бороться за абхазское в них, в наших детях, которые уже просто по всему миру в разных местах живут, но возвращаются всегда в Абхазию. Дай И Бог, мысленно, и дай Бог, как хорошо вы сказали. Моя внучка говорит, а Маркатыл. Ей 3 года. Прекрасно. Я благодарю вас от всего сердца. Можно обняться с вами, С моя удовольствием. дорогая Лаля Михайловна. Спасибо, А- моя хорошая. Это такая содержательная и душевная одновременно встреча у нас получилась, за которую я всегда буду признательна вам. Главные слова и напутствия для любого поколения людей, Лаля Михайловна. Спасибо огромное. дорогая, спасибо. Благодарю. Вы делаете замечательное дело. Дай Бог, чтобы у вас это хорошо, вот, как сказать, укоренилось и было бы очень серьезной работой. Дай Будем Бог. стараться.